Танюша, готовы? Ну, все, спасибо, начинаем. Слава Богу. Поехали. Спасибо. Теперь отдышитесь и через 5 минут начинаем. Понятно? Угу. Наверное, вот у меня такая планида, чем сложнее и сложнее условия выпуска спектакля, у меня нету такой страха, опасности не сделать, не выполнить, споткнуться. Я это воспринимаю как нормальное, естественное в моей работе, потому что, наверное, мне кажется, если бы я в какой-то теплой водичке была, я бы, наверное, с этим не справилась. Если бы в школьные годы Валентине кто-то сказал, что она поступит в театральный институт, станет актрисой, а потом и вовсе примется за режиссуру, она бы просто в это не поверила. Театром никогда не увлекалась, всегда больше дружила с мальчишками, с ними было интереснее, и профессию для себя подыскала совсем не девичью. Я мечтала о профессии исследователя. Не знаю почему. Не знаю, почему такая вот юношеская какая-то мечта меня посетила. Но по тем временам такие, скажем, вузы брали только после 2-годичного стажа работы. А я не хотела терять эти 2 года. К счастью, терять ничего не пришлось. Будто сыграв в лотерею, на то время жительница украинского города Марганца, она открывает в справочнике вузов Минск, театрально-художественный институт. И тут же решает, пришло время вернуться домой. Я все-таки родилась здесь. Прожила очень маленькое время. Мне было совсем мало лет, 5-6 год. Ну вот ощущение вот этой Белоруссии, наверное, в этом маленьком возрасте, вот каким-то зерном крупным попало в меня. Потому что когда я сюда вернулась, уже закончив школу, я поняла, что я, наверное, сделала правильный выбор. Вопреки прогнозам школьных педагогов, она поступает в театральный институт на курс Веры Павловны Редлих и после его окончания увлеченно строит карьеру актрисы. Сначала в театре имени Горького, после в театре юного зрителя. Но в какой-то момент понимает, что рамки актерской профессии для нее слишком тесны. Пробует себя в педагогике и заканчивает высшие режиссерские театральные курсы в мастерской самого Марка Захарова. Попасть это было очень непросто, потому что это были времена нулевых, когда это все происходило. Были разорваны уже такие творческие, такие, в общем-то, мы были уже разные государства. И 10 лет этот институт как бы не существовал. Были порваны связи, и такой обмен прекратился. И я была первой, которую наше Министерство культуры послало в качестве стажера в Москву. Я имела такую возможность встречаться и с Фоменко, и быть у него на репетициях, и беседы были и с Виктюковым. Ну, то есть это время, наверное, которое дало мне очень такую хорошую базу и решение такое, знаете, продолжать действовать, жить в этом направлении, справляться со всеми сложностями и трудностями, что я и делаю по сей день. Твердость характера и лидерские качества в какой-то степени воспитал в ней отец. Кадровый офицер, фронтовик, он дошел до Берлина. Возможно, в память об отце дочь обратилась к творчеству Астафьева, и на сцене Могилевского драматического театра состоялась премьера спектакля «Я твоя невеста». Когда мы поставили этот спектакль в Могилеве,
у него был очень большой успех. Это было большое такое событие для города, для театра. Был занят почти весь театр, все актеры театра. И первое их, вот этот марш-контакт, первый их такой форум театральный, где был этот спектакль представлен на участие в конкурсе, он тогда получил гран-при. Мой родной, как это уйди? Идет Казара по большому базару. Кого найдет, того забодет, забодет, забодет. Идет Казара по большому базару. Кого найдет, того забодет, забодет, забодет. А ты, товарищ Сидоров, никак со своей Маркой остаться не можешь. Матрёна меня. Матрёна, Марка, какая разница? Все на одно лицо. У тебя все на одно лицо, моя Матрёна, как ягодка. Брусничка. У каждого спектакля есть своя судьба. Ушли главные герои. Я думаю, только поэтому спектакль не смог продолжать свою жизнь. А он бы еще долго-долго шел. Жизнь его такая была, скажем, не короткая, но и не длинная. Знаменитый великий театр оперы и балета, национальный, академичный. И вот первая национальная театральная премия была организована в здании, в помещении этого театра. Мы с Валентиной Алексеевной были любезно выбраны Министерством культуры для того, чтобы быть организаторами, режиссером этой национальной театральной премии. Также мы приглашаем на эту сцену постановочную группу спектакля «Немой» авторов сценария Алена Калюнова, Александра Горцуева, он же режиссер спектакля, художника-постановщика Бориса Герлована, композитора Олега Кадоска, художника по костюмам Алену Игрушу и пластическое решение Евгения Кульбачная. Всегда первый блин, он такой, знаете, мы говорим комом, но мне кажется, мы все равно достойно с этим справились. Маленькое ли мероприятие, крупное ли мероприятие, если его делать сердцем и добросовестно, не как халтуру, это все нелегко. Это все так пропускаешь через себя, как это контакт с людьми, это организация сценария, это проведение этого мероприятия, потому что его делаешь для человека, тем более такие люди, которые доверили мне проведение таких своих творческих вечеров, серьезно, это как Ростислав Иванович, мы 20 лет с ним. Практически вот так. Я даже шутила на одном из таких наших уже после проведения вечера. Я говорю: Ростислав Иванович, вы можете меня уже членом своей семьи считать, потому что я уже столько всего знаю. Я очень считаю это даже, наверное, больше, чем поставить спектакль, и ответственнее, чем поставить спектакль. И за это им спасибо, потому что это очень большого и дорогого стоит. Но театр для Валентины Ереньковой все же был вне конкуренции. Ее жизнь – экстраординарные постановки, заставляющие город замирать в ожидании премьеры. Идеи рождаются по-разному. Для появления спектакля «Песняр», к примеру, было достаточно фразы, случайно брошенной народной артисткой Ольгой Клебанович: «А почему никто не поставит спектакль о Мулявине?» Все тогда особенно не придали этому значения, а Валентина Григорьевна уже мысленно начала продумывать сюжетную линию. Я точно знала, что это будет Мулявин, это будет Купала, Колос, Богданович, это будут люди, с которыми он дружил, которые помогли ему раскрыться через этих авторов, и нам раскрыть этих авторов. И покатилась. Драматург нашелся как-то сам собой. Им стал Василий Дранько-Майсюк. Материал назревал лирический, а кому, как не сыну поэта, такое под силу.
Работа закипела, однако не без своих сложностей. Было непросто, было очень трудно. Был момент, когда она хотела отказываться. Я сказала: не, Василий, а теперь уже я тебя не отпущу. Уже теперь мы как сели в эту водку. Он уже был готов отказаться. Он уже говорит: вот моих там несколько страничек, а остальные приглашайте, я не против. Я говорю: нет, мы взялись вместе за руки, друзья, и дойдем мы, как говорится, до нашего финиша вместе. Я своим актерам сказала: дорогие мои, я капитан на этом корабле. Я знаю только одно, что на риф этот корабль не попадет. Мы не разобьемся, мы не потонем. Я-то не знаю, к какому берегу мы приплывем, но мы приплывем. И он действительно приплыл, и к тому же привез багаж трофеев. Специальная премия президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства, победа в номинации «Лучшая постановка по произведению белорусского автора» 4-й национальной театральной премии, а самое главное – народное признание. Я еще застала время, когда действительно в театр приходили люди и снимали обувь, оставляли в гардеробе и брали с собой туфельки на шпильках, когда снимались эти калоши. И это было не принято в уличной обуви, особенно в осенне-зимний период, вообще заходить в зал. Ну, я уже не говорю о том, что в джинсах, хотя, как говорится, время меняется, безусловно, в обычной рядовой, в повседневной одежде. Я не консерватор, но все хотелось, чтобы все-таки в театр люди такой. Это праздник, они должны идти все равно немножечко так, собираясь в него, настраиваясь на него, потому что это такая работа души, это какая-то такая мега. Это искусство, это такая форма интересная контакта живого, близкого, артистов и зрителя. Все самое ценное, что у меня есть в этих сумках. Мои фотографии, рецензии, томик Станиславского. Господи! Я в полном раздрае! Каждая премьера волнительна, а в этот раз особенно потому, как мы были за 2 недели, даже за 3 недели я узнала, что к нам приезжает автор. Она изъявила сама желание посетить Минск, родственники ее из Минска. Это было еще, когда бабушка ее, по-моему, или прабабушка, они здесь жили, и корни ее из Белоруссии. Она прилетела из Нью-Йорка, и когда я узнала о том, что изъявила Лора желание посмотреть спектакль, у меня, честно говоря, большой радости по поводу этого не было, потому как пьеса претерпела серьезные изменения. Правда, она об этом знала. Потому как в пьесу о женщинах, «Девичник», мы ввели мужчин. То есть на площадке параллельно существуют 2 истории. Я не знала, как она к этому отнесется. Лора, огромное спасибо, потому что вы видите, как принимает женская аудитория, сколько внимания. И наша женская солидарность нам помогает во многом выжить. Очень интересно, я никогда не видела эту постановку с мужчинами в роли. Никогда мужчин не было, только женщины. Это очень интересно.
Адвокат, специалист по гражданским свободам, активный борец за права коренного населения Америки, представляет свое племя потомков Анасази в процессе по делу о клевете. Господи, это самый привлекательный мужчина в моей жизни. Я не могу сказать, что я удовлетворена результатом, потому что я никогда не говорю ни в одной работе, что вот я ставлю точку, мы сделали. Я всегда еще много вижу тех, скажем, порожков, которые надо поправить, избежать, там, почистить. Метание, знаешь, когда она себя сдерживает, а потом она взяла себя в руки и пошла. Понятно? Ты отвечаешь, во-первых, за все. За начало этапа, за то, что ты берешь, какая твоя гражданская позиция, кого ты занимаешь из актеров, ты ответственен за качество работы и исполнения актеров, за материальную базу, за прокат этого спектакля, за то, чтобы этот спектакль не терял своей формы. Ой, это производство. Вот это часть творчества и производства, ты как бы соединяешь все вместе и несешь все на себе, как черепаха, вот этот свой панцирь, понимаете? Вот. Ну, вот и есть, наверное, наша такая вот работа, уж если мы в это вошли. Легко ли это или трудно? Да, по-разному. Мне остается холодный рассвет, 100 запоздалых трамваев, 100 капель дождя на трамвайном пути. Когда я работаю над спектаклем, у меня не сама цель набросать туда очень много музыкального материала. Столько, сколько это требуется. Если это помогает и не мешает, а дополняет и раскрывает еще красоту того или иного, скажем, той или иной темы, звучания, то почему бы и нет? У меня есть музыкальное образование. Вот я закончила музыкальную школу. Вот этот родной мой инструмент, который перекочевал в мой кабинет. Вот я на нем училась играть. У меня был первый педагог, такая дворянка. Она приходила в шляпке. Это в те советские 60-е. У нее были перчаточки кружевные, густо пудренное лицо, яркие губы. Яркой помадой накрашенные губы. С таким дворянским образованием, с таким уважением. Когда она увидела инструмент, она говорит, я пришла. Она вначале начинала учиться на дому, она приходила, потом я уже поступила в музыкальную школу. И она говорила, я пришла, когда она увидела инструмент, у нее было очень много учеников. Но когда она увидела инструмент, она сказала, я пришла ради инструмента к вам. Своей музыкальностью постановки Валентины Григорьевны отчасти обязаны и ее мужу, композитору Алексею Еренькову, с которым они делят на двоих и быт, и работу над премьерами в театре имени Горького. Мне кажется, что самое главное – это надо любить. Любить людей, близких, родных, жизнь опять-таки. Благодарить Бога, что тебе это дал жизнь прекрасную. Жить замечательно. А с любовью особенно. Доказательство. Вот не зря же мы так прошли и вдруг оказались возле этого знака. И кто-то нам уже послал послание такое. Значит, это правда, истина. И уже долгая, большая, длинная жизнь прожита, но у меня нет ощущения, что это так долго-долго. У меня всегда такое ощущение, что это свежо, это интересно, это вот совсем недавно это было, много планов каких-то. Ну, мне, как говорится, у меня, видно, сильный ангел-хранитель, и Господь Бог любит меня, распослал мне такого человека. Это судьба. Когда-то, ну, это лет, наверное, 20
25 назад мы с мужем любили эти места. Вот именно эту улицу, именно это место, этот район. И ему он точно так нравился, как и мне. Мы проводили здесь время. Мне кажется, что здесь самая живая часть вот этого нашего прошлого. Может, потому что здесь этот дом масонов, такая какая-то история такая вся необычная. Может, потому что действительно часть какого-то сохранилась такого вот этого камня настоящего, которого не замазали. Я когда его не замазали, а этот камень был открыт, я каждый раз, когда приходила, обязательно рукой проводила. Здесь не так всегда много народу. Оно живет прошлое здесь, в этом месте. Говорят, что режиссура – это профессия не для женщин. Мне кажется, сегодняшнее такое суждение, оно не актуально. Лет 20 назад об этом говорили, и кто пытался войти в эту профессию, они, я имею в виду женщин, они имели определенные проблемы. Было очень трудно, было непросто, не было доверия. Они позволяли тебе занимать те площадки и наравне с нашими мужчинами находиться в таком содружестве, соперничестве. А сегодня это уже вчерашняя тема. А для нас, для женщин, я считаю, все-таки главное – это то, ради чего нас Бог создал и на эту землю нас как бы со своих небес спустил. Мы в первую очередь должны были быть матерями, женами, дочерьми. Выдающийся режиссер, совершенно уникальный устроитель собственного промоушена такой, заставила всю неделю трепетать со спектаклем, заставила премьеру сыграть, которая на днях, и еще добилась новой постановки. Ни у кого нет денег на постановку, у нее следующая. Не каждый режиссер получает звание и доживает до такого юбилея. Спасибо. А Валентина Григорьевна не только дожила, но еще и в хорошей спортивно-театральной форме. Вот. Я видел вчера, как они с Алексеем рассекают по городскому валу. Я их не догнал. Поэтому желаю каждому, чтобы вот в таком формате быть, в таком состоянии здоровья. Вот. Валентина Григорьевна, всего самого хорошего. Театр – это семья. Я в хорошем театре работаю, мне нравится мой театр. У нас, как и в каждой семье, всяко бывает. Но если говорить об атмосфере, то у нас здоровая атмосфера. Да? Вот вы видели искренне абсолютно то, что вы можете увидеть и при других, скажем, юбилярах или праздниках каких-то. Вы увидите вот точно таких людей, точно так искренне. Но это все сказывается и в наших работах, и в том, какие наши люди, и что эти люди несут. Они правдивые, они классные все ребята. Хотя, знаете, как у мамки бывает там таких вот очень любимый, очень-очень-очень любимый, очень-очень-очень-очень любимый. Нелюбимых нет. Сегодня вот этот очень-очень, а завтра тот вообще. А тот так, ой. Это надо не любить, чтобы
говорить, да, этим не надо заниматься, не надо. Ну что, ребята, теперь за работу. Праздник закончился, да? Давайте теперь удивлять будем наших зрителей. Всех спасибо, огромное спасибо всем. Спасибо, спасибо. Я не могу сказать, что я сожалела очень по поводу того, что вот так резко поменяла, например, профессию актрисы на режиссера. Ну, это жизнь. Чего-то мне было мало, хотелось большего, к чему-то стремилась. Я всегда была пытливой, и мне было интересно в жизни, в моде, с людьми, с учениками. Мне жить интересно. Мне очень интересно жить.